От дождя сегодня пострадали и жилые дома, где сейчас идет ремонт кровли. Такая ситуация возникла в доме на улице Хади Такташ. Там сняли крышу, а тент не натянули. Вода хлынула в квартиры. Ситуация изменилась после того, как жители обратились в редакцию «Вестей». Прогноз погоды. Жильцы дома номер 97 по улице Хади Такташ каждый день ждут со страхом. Вот уже второй месяц в доме идет ремонт кровли. Старую убрали, а новой еще нет. А сильных было 4 ливня. Все отклеено полностью. Здесь плесень. Обои все отклеились. Потому что тут все лилось, текло. Не только с окон. Линолеум покрывали на ДВП крашеный. После ливней полы все вздулись. То есть надо все вскрывать. Межкомнатные двери сначала намокли, потом рассохлись и теперь не закрываются. Мебель спасли только натяжные потолки, на стенах плесень. Все это результат нескольких сильных ливней, которые пошли начиная с середины июля, начала ремонта. У нас Палас воду 27 июля на себя взял. Вот, потому что нас дома не было, я была в санатории, дочь была на даче. И вот когда приехали, в ужасе смотрели картину, воды было почти по колено. В тот день дом затопило с 5-го по 1-й этаж. После обращения в прокуратуру ремонтники пообещали купить тент и прикрыть крышу. Но обещания не сдержали. Бардак. Так охарактеризовал ситуацию руководитель Госжилинспекции республики, когда вместе с представителем управляющей компании Вахитовского района поднялся на крышу. Горы стройматериалов, поставленные без присмотра газовые баллоны. И из ремонтников никого, когда светит солнце. Работы должны проводиться не сразу на всей кровле, а захватками. И у подрядчика должен быть материал, которым в случае, если изменились погодные условия и ожидается дождь, которым он должен накрыть то место, где вскрыта кровля, чтобы не допустить протечки в квартирах. Работы проводятся для жителей, которые живут, а не для осваивания денежных средств, которые выделяются для выполнения этих работ. Сергей Крайнов посоветовал жильцам, если подрядная организация не компенсирует им ущерб, добровольно обращаться в суд. Тем более, что до окончания ремонта осталось всего 10 дней. Сроки сдачи у них 1 сентября. Дальше у них по гарантии идет гарантийный ремонт. Если что-то, какие-то протечки там или еще что-то, они обязуются это все устанавливать. Если они не успеют, то будут введены санкции. Но просто они нигде работать больше не будут. А некачественно выполненные работы, заверил Марат Бурганов, будут переделаны. Сегодня всю ночь и весь день шел проливной дождь. Однако, как говорится, критика подействовала. И после того, как накануне на крыше этого дома побывал руководитель Госжилинспекции, ремонтники все-таки предприняли меры. И так как в прошлый раз квартиры с 5-го по 1-й этаж не протекли. Хотя квартира Елены Пилиновой частично все-таки пострадала. Инна Данилова, Айдар Кунафин и Айрат Мухамедзянов. Вести, Татарстан.